Живу от Минска далеко, ну, всякий раз, когда бываю в столице, стараюсь пойти на боевую вахту и осветить какие-то темы. Вот сейчас волнует гражданское патриотическое общество тема так называемой инклюзии. Налицо процесс, собственно, дестабилизации, деструкции образования, который инициирует фонд ЮНИСЕФ. К радости здравомыслящего человечества в Соединенных Штатах сейчас дезавуирован фонд USAID, прекращено финансирование Всемирной организации здравоохранения. Ну, при этом надо помнить, что все фонды ООН, они, собственно говоря, заняты тем, чем занят был фонд USAID. Фонд USAID, он тоже среди партнеров партнерской группы целей устойчивого развития. На Белоруссии значился. Это все одно. Задачи, как сказал болгарский политолог и вирусолог Пламен Пасков, дестабилизация, дебилизация, деинституализация и депопуляция, собственно, национальных государств и человеческого общества на планете в целом. Ну, сейчас в Соединенных Штатах сменились хозяева, возможно, в этой области деструктивная деятельность спадет. И газета «Вечерний Могилев», независимая патриотическая газета, известная и многострадальная, публиковала критически очень минорные замечания на тему инклюзии в декабре месяце, после чего ей письменным распоряжением идеологического отдела волисполкома было приказано набор мантр, восхваляющих эту самую инклюзию, напечатать в газете. После этого, надо сказать, пробудились и пробуждаются сейчас активисты ценностного патриотического гражданского общества, начать все-таки выводить на чистую воду, что происходит с этим проектом. По всем конкретным пунктам перечислять тут не будем, только скажу, что это напоминает известную всем сказку Андерсона «Голый король», то есть восхваление инклюзии, процент охвата детей с ОПФР тем, что они включаются в обычные классы детей без ОПФР. При этом никто не задает простой вопрос, как это сказывается на успеваемости и учебных достижениях детей без ОПФР в целом. При этом надо сказать, что процент как сказывается инклюзия на достижениях вот детей без ОПФР. Между тем, число детей с врожденной различной инвалидностью, процент олигофренов, колясочников увеличивается. Это связано с ухудшающимся репродуктивным здоровьем населения. Ввиду понятных факторов страшно зашкаливает вверх уже возраст рождения первого ребенка средний, недоношенности ввиду употребления противозачаточных таблеток, ввиду предыдущих абортов. Например, в таком государстве, как Чехия, где женщина, если рожает, она рожает одного ребенка. Там вообще просто зашивают матку, чтобы с грехом пополам доносить, а потом достают и все, и перевязывают то, что надо перевязать. Надеюсь, что Беларусь не дойдет до этого, но на полдороги находимся. Соответственно, тем важнее нормальный учебный процесс детей, которые родились без ОПФР. При общем снижении числа детей. Что бы мы сказали, если бы паралимпийские игры решили проводить вместе с олимпийскими? Ну, а что людей дискриминировать? Что это за паралимпийские игры? Кстати, всем феминистам на заметку и трансгендерам. Чемпионаты по шахматам проводят отдельно для мужчин и женщин. И, кстати, очень интересно, в то время как трансгендеры, кастраты мужского пола активно пнутся принимать участие в соревнованиях женских,
по различным видам спорта и забирают призовые первые места. А вот чемпионат женщин по шахматам почему-то еще ни один трансгендер не постучался, насколько нам известно. Одним словом, вопрос инклюзии мы сейчас будем поднимать и постараемся довести до самого верха. Оперативными планами делиться не будем. Застрельщиком выступает, как во многих добрых начинаниях, гражданское ценно-патриотическое общество города Могилева. Так было, когда удалось завалить закон о насилии над семьей, скажем так, беззаконный проект насилия над семьей. Удалось тогда довести это на самый высокий уровень. И все помнят выступление батьки, когда он сказал, что это дур, который идет с запада. И фестивали, продолжавшиеся более полугода, в один миг сникли. Почти год продолжалась вакханалия. Стояла за этим патриотическое гражданское общество Могилева. И когда было преследование газеты «Вечерний Могилев», тоже в конечном счете победа, естественно, была достигнута благодаря активистам Могилева. Дополним тему, как говорит один известный пропагандист.